Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Коротко о главном к этому часу. Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке в следующем году. Россиян ожидает повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января следующего года. В столицу республики вернулся бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Нарьян Тютрин. Начнем с эпидобстановки. На территории республики за прошедшие сутки зарегистрировали 237 случаев коронавирусной инфекции. В том числе в Якутске 126, сообщает республиканский оперативный штаб. 10 человек заболели COVID-19 в Таттинском районе, по 9 в Мегино-Кангаласском и Сунтарском, 8 в Ленском. В Нерюнгринском районе зафиксировали 7 случаев, в Алданском, Булунском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 6, в Амгинском, Верхоянском и Мирнинском по 5. Также 4 человека заболели в Усть-Алданском районе. Еще в 14 районах республики выявлено от 1 до 3 заболевших. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке в следующем году, сообщается на сайте Кремля. Доклад по данному вопросу президент ожидает до 10 декабря текущего года и до 20 сентября следующего. Напомню, международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые 4 года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством республики было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты и страны. 43 и 40. В сентябре этого года правительством республики принято решение о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Под это решение попадают воспитатели, педагоги учреждений дополнительного образования и учреждений детей-сирот, научные сотрудники, преподаватели высшего профессионального образования, а также работники культуры и социальные работники. В связи с этим будет произведен перерасчет заработной платы с начала текущего года. Их зарплата будет увеличена от 3 до 16% в зависимости от категории работников. Благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Якутии онкодиспансер получил медицинское оборудование на 106 миллионов рублей. Это 8 единиц высокотехнологичной компьютеризированной техники для проведения диагностики и операций больных с онкологией. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Здесь только что завершилась операция у одного из пациентов в области шейных органов, и как раз-таки для этого использовалось новое оборудование – эндовидеоскопическая стойка, с помощью которой теперь операцию делают с минимальными разрезами. Благодаря этой технологии проходит быстрее как сама операция, так и заживление после нее. Новый помощник – мечта каждого онкохирурга. Кстати, одна из первых на Дальнем Востоке, благодаря которому пациентам не придется выезжать за пределы региона. Ранее эти операции у нас в республике мало проводились, и наши пациенты были лишены такой возможности. Они отправлялись в центральные города Российской Федерации. Мы начнем с внедрением этого оборудования уже нашим пациентам помогать уже в условиях нашей республики. С появлением нового магнитно-резонансного томографа новые возможности для себя открыл и рентген-лаборант радиологического корпуса Алексей Попов. Он здесь 3-й год и признается, с появлением этого почти космического оборудования стало намного легче проводить исследования. Ведь теперь в помощниках искусственный интеллект, небо и земля по сравнению со старым аппаратом. Там же рентген лучи, а тут магнитное поле. Вставляем программы, да, и начинаем сканировать пациентов. За счет этого быстро сканирует и качественно там. Один из самых дорогих приобретений – 128 срезовый компьютерный томограф. Тоже новинка в медицинской области. Его стоимость компания Philips оценила в 59 миллионов рублей. Он также напичкан искусственным интеллектом, а благодаря скорости пациентам не придется долго лежать под облучением. Больные будут получать очень четкую картину опухолей, органов, внутренних органов, и также за секунды исследования.
также этот аппарат уникален в том, что здесь есть программа, которая получает низкую дозовую нагрузку для пациента. Новые аппараты доставлены в больницу буквально на днях. Их практически сразу начали применять на практике. Для врачей это не только улучшение качества выявления и диагностики опухолей, но и сокращение времени ожидания у самих пациентов. Высококачественная современная помощь стала еще на шаг ближе и в нашем регионе. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января следующего года. Как указывается в документе, повышение платы за капремонт происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25%, при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого, плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта. Школьные столовые стали одной из главных тем горячей линии Роспотребнадзора. Специалисты получили от родителей сотни вопросов. Одни предлагали усовершенствовать меню, включить больше овощей и фруктов. Другие жаловались на просроченные продукты и отравления у детей. Некоторые мирнинцы выразили недовольство школьным рационом и меню. Главная претензия – отличие льготного меню от платного. Мои коллеги изучили и то, и другое и попробовали блюда. Анна Брянская расскажет подробнее. Первый урок закончен, пора подкрепиться. В удачнинской школе на завтрак свежая запеканка с малиновым джемом и чай. Ребятня лакомство съедает за несколько минут, а вот некоторые родители питанием чад недовольны. Мы в этом году попали в бесплатники, и никаких первых, вторых и третьих нет. Каша холодная и чай. Внуки плюются, не хотят в школе питаться. Сказали, по сравнению с прошлым вообще кормят безобразно. Хотя они не привереды. И если в интернете взрослые в основном жалуются, при встрече с журналистами уже другие родители школьников высказывают противоположное мнение. Мне кажется, в нашей школе питаются дети хорошо, их кормят, все аппетитно. Мои дети кушают всегда. Иногда бывает, что может быть, не всегда горячее, но всегда можно попросить, чтобы тебе подогрели. Овощи, фрукты, тоже не каждый день, но бывают обязательно. Моей внучке всего хватает. Она очень довольна, как кормят в школе. На питание ни разу не жаловался. Они еще маленькие детки. Не жаловался никогда. Здоровая пища здесь. Вы ходили в столовую с комиссией. Нам понравилось все. По ГОСТу в ежедневный рацион школьников входит 100 грамм мясных продуктов, 180 грамм гарнира, супы на 150 грамм, а каши больше всего – 250. Мясо в меню должно быть каждый день. Ему можно чередовать с рыбой. Также есть овощи и фрукты, иногда сладости к чаю. В одной из мирнинских школ рассказали, неважно, питается ребенок по льготе или платно. Меню абсолютно для всех детей одинаково, потому что оно разрабатывается на основе цикличного меню и в соответствии, конечно, со всеми требованиями Санпин. Разрабатывается образовательной организацией, утверждается директором. Как выяснилось, позиции меню тоже не делятся на льготные и нельготные. По крайней мере, дети разницы не замечают. Столовой, я считаю, у нас как дома, потому что то, что подают здесь сегодня и в другие дни, это то же самое, что меня кормит и мама, бабушка, когда приезжает. Из-за этого я считаю, что это довольно вкусно. В школьное меню можно добавить какие-то больше продуктов, овощей, фруктов, потому что фрукты нам дают не так часто. На самом деле у нас в школе очень хорошо сформировано питание. Нас кормят сбалансированно, то есть здесь нету прям очень больших порций, они достаточно для того, чтобы покушать, позавтракать или пообедать. Все очень вкусно, и здесь мне очень нравится, что пытаются как-то разнообразие, как раз таки всякие разные вкусняшки дают. Единственное отличие в питании между льготной категорией и платной – количество приемов пищи. Первая категория питается один раз за смену, вторая – 2. Если ребенку этого недостаточно, родители могут дать деньги на дополнительный перекус в буфете. Чтобы не быть голословными, мы решили сами вернуться в школьную жизнь и попробовать школьный обед. Сегодня здесь гороховый суп, на гарнир рис с овощами, куриная котлета, помидор, есть даже запеканка со сгущенкой и морс.
Порции достаточно большие, подаются горячими. На первом блюде мы почувствовали насыщение. В супе достаточно мяса, рис рассыпчатый. По специям тоже всего хватило. Запеканка не входит в обед, но мы ее взяли. Вполне вкусный, плотный завтрак на наш неизбалованный взгляд. Проверить, чем питается ваш ребенок, можете вы сами. Запросить информацию можно у классного руководителя. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Тем временем в столицу республики вернулся бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Раян Тютрин. Чемпионат проходил в Норвегии, в городе Осло. 27-летний борец выступал за команду Белоруссии в весовой категории до 57 килограммов. В схватке за третье место спортсмен из Якутии победил двукратного призера предыдущих лет Сулеймана Атли со счетом 3-1. Напомним, в чемпионате принимали участие 6 якутских спортсменов, выступающих за другие страны. 5 из них, к сожалению, не смогли попасть в полуфинал. Раян Тютрин – трехкратный бронзовый призер чемпионатов России, обладатель Кубка мира, победитель и призер международных турниров сборной России. Чемпионат мира прошел, так скажем, успешно для меня. Я был готов к этому, я шел к этому, но проиграл 1/4 стадии, очень обидное поражение. Мы будем работать над ошибками. Прилетел домой. Чувство есть, конечно. Хоть что-то везу домой, но хоть бронза. Планы пока еще неизвестно, с тренерами надо поговорить. Пока чуть отдохну, потом приступим к тренировкам. И будем готовиться к чемпионату Республики Беларусь, который состоится в январе. В 2022 году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Турине на севере Италии. Подробнее расскажет Анастасия Дмитриева. Евровидение-2022 примет город Турин. В заявлении организаторов песенного конкурса говорится, что Италия получила право на проведение после того, как группа Måneskin выиграла прошлый конкурс в Роттердаме. За его исходом следили почти 190 миллионов человек во всем мире. Победа итальянцев ознаменовала возвращение фестиваля на Апеннины после 31 года перерыва. Страна проводила Евровидение в Неаполе в 1965 году и в Риме в 1991. Административный центр области Пьемонт, неподалеку от границы с Францией и Швейцарией, выбран по итогам отбора, в котором участвовали 16 других городов, в том числе Милан и Римини. Заявку в мае подала мэр Турина Кьяра Аппендино. По ее мнению, у местных жителей есть опыт в организации крупных международных мероприятий, а также подходящие помещения и инфраструктура. В 2006 году город стал столицей зимних Олимпийских игр. Помимо того, лоукостер Ryanair создал в Турине хаб, что упростит зрителям путь. 66-й конкурс Евровидения пройдет на стадионе Палолимпика. Финал назначен на 14 мая. Конкурс был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а до этого мероприятие проходило в Тель-Авиве. На Евровидении выступают музыканты из более чем 50 стран. Некоторые находятся далеко за пределами Европы, например, Израиль и Австралия. К этому часу пока все. О том, как будут развиваться события, мы расскажем в наших следующих выпусках.